Сегодня перед среднеспециальными учебными заведениями государство ставит широкий спектр задач по подготовке и переподготовке кадров. Особенно эти вызовы актуальны в период пандемии. Что реализовано и что предстоит внедрить в Алданском политехническом техникуме, мы узнаем у директора Алексея Иванова. Алексей Иванович, как обстоит работа по приему документов? Ну, если честно сказать, то, в принципе, прием документов осуществляется довольно-таки неплохо. С 20 июня приемная комиссия работает. При этом, несмотря на все нововведения, которые предусматривают прием документов этого года, мы находимся с вами в том помещении, где как раз осуществляется прием документов, где работает приемная комиссия, которая у нас состоит из 3 человек. Ответ-секретаря и 2 секретарей для того, чтобы мобильно и быстро. Вот здесь происходит как раз прием документов по принципу, что если вдруг по какой-то причине отсутствие дома компьютерной техники, да, или, скажем так, какие-то сложности возникают у абитуриентов по работе в программе, по заполнению, то они всегда могут прийти сюда, сесть за любую из подготовленных машин. Порталы непосредственно уже открыты, и здесь произвести внесение своих данных в программу по учету поступающих. Если какие-то сложности возникают при этом, то тогда получается непосредственно работники, либо ответ-секретарь, либо секретари приемной комиссии, они уже непосредственно осуществляют помощь. В чем, с одной стороны, достоинство всей данной системы? Это прежде всего учет поступающих по специальностям, по отделениям, как по всем среднеспециальным учебным заведениям Республики и России, так и по нашему. В частности, он осуществляется каждый день. Поэтому очень удобно контролировать процесс прохождения набора, где-то есть, вести статистику, смотреть на показатели, где большее количество идет, где меньшее, и при необходимости дополнительно проводить работу по мотивации студентов, может быть, выбора другой специальности. И если мы говорим, то на сегодняшний день, это у нас, грубо говоря, 20 числа июля, из общего плана 275 человек государственного набора мы на сегодня приняли по одиночным так называемым вариантам поступления специальностей как рабочих, так и полностью специальностей среднеспециального образования 174 заявления. Но так как есть право у абитуриента подавать заявление на несколько направлений своего обучения, то общее количество составляет 249 человек. Помимо всего, сегодня у нас специалист приемной комиссии выехал для работы по сетевому взаимодействию с другими образовательными учреждениями республики, который проведет всю необходимую работу в городе Якутск, проведет всю необходимую работу в Нюрбе, что, в принципе, нам дает возможность дополнительно еще улучшить условия приема с точки зрения того, чтобы решить все необходимые вопросы прямо по месту проживания и там же принять еще и документы, которые как таковые должны поступить все равно в приемную комиссию. Алексей Иванович, образовательный портал облегчает работу комиссии или есть какие-то трудности? Прежде всего, первое достоинство, что можно подать документы с любой точки Российской Федерации, и при этом нет никакой необходимости появиться прямо в помещении приемной комиссии самого образовательного учреждения. Это, конечно, очень большое достоинство, это большой плюс. Другой вопрос, может быть, в каких-то параметрах или аспектах сама программа и программное обеспечение могло бы быть сделано попроще, потому что, не всегда простой обыватель может сразу сориентироваться, как заполнить. Но даже если такой вопрос возникает из любого другого города или района, то достаточно, и мы проводим эти консультации в телефонном варианте. То есть человек звонит непосредственно сюда, находясь дома у себя, к примеру, за компьютерной стойкой или за персональным компьютером, и мы ему пошагово помогаем через телефонную связь произвести эту операцию вноса документов. Предполагаю, что образовательный портал тяжелый как сайт, есть ли проблемы с услугами связи? Скажем так, в целом, мы знаем, что у нас есть определенные проблемы
Вот. Но эти проблемы решаемы, и, по крайней мере, все то взаимодействие, которое мы с Ростелекомом осуществляем на нашей территории, нам оказывают всю возможную помощь, поэтому, если честно говорить, то большой проблемы в этом случае не возникает. Понятно, что мы знаем, что если грозовой фронт идет или еще что-то, где-то безопасно мы производим отключение машин, да, где-то, получается, нас информирует Ростелеком о временных перебоях, но это не наносит ощутимых каких-либо проблем или сложностей в работе в целом приемной комиссии с этим программным обеспечением и в приеме абитуриентов. 275 мест – это госзаказ. Сколько это отделений и какие дополнительные услуги предлагает АПТ? Если мы в целом говорим, да, то по структуре Алданского политехнического техникума у нас в целом получается как бы три отделения, да, дневного обучения, одно отделение заочного обучения. Вот. Понятно, что заочное обучение по количеству обучающихся, оно не такое большое, поэтому оно единое, и оно осуществляет оказание содействия и сам образовательный процесс по всем специальностям, которые мы набираем. Если мы с вами говорим о дневной форме обучения, то у нас так называемое отделение, оно идет сопутствующее и так называемое предшествующее специальному образованию. Это отделение общеобразовательных предметов как таковое. Следовательно, это сотрудники этого отделения первые, кто принимают всех абитуриентов и ведут их через общеобразовательные предметы. Вот. Если мы говорим о специальных отделениях, их получается как бы два, да, вот, которые в себе объединяют так или иначе по нескольку родственных специальностей. То есть это горно-электромеханическое отделение, оно традиционное, оно объединяет в себе маршевелию, объединяет в себе горных электромехаников открытых горных работ, горных электромехаников подземных горных работ, горных разработчиков и все остальные специальности, которые идут как бы сопутствующие основному этому направлению. При этом, если мы говорим с вами о такой специальности, как лаборанты, мы их тоже относим в данном случае к этому отделению, и оно их сопровождает все время обучения, потому что прежде всего эта специальность появилась как для обеспечения наших горных предприятий с квалифицированными кадрами в области лабораторного дела. Поэтому традиционно горное электромеханическое отделение их сопровождает. Если мы говорим о втором крупном отделении, это отделение, которое сопровождает и проводит обучение по специальностям, которые относятся к транспортному комплексу. Либо это специальности железнодорожного направления, либо это специальности автомобильного направления, либо это специальности, их по нескольку видов, которые касаются строительства дорог и аэродромов. Вот. То есть здесь вот это отделение в комплексе. И есть у нас еще так называемое, ну, условно можно сказать, отделение. По-старому это называлось МФЦ, многофункциональный центр подготовки специалистов. На сегодняшний день по тем задачам, которые перед средним специальным образованием поставила Российская Федерация, и в том числе Республика, этот центр перешел в качественно новый вариант работы. Это Алданский центр по подготовке, сопровождению и трудоустройству выпускников и свободных граждан. Вот такие довольно-таки большие задачи стоят. Вот это, условно мы скажем, да, что это отделение, оно занимается подготовкой тоже в чистом виде на так называемой коммерческой, да, основе, хотя там может быть и система госзаказа. Это краткосрочные курсы, это полностью курсовое обучение, которое может исчисляться месяцами и годами. При этом это обучение в нескольких видах, то есть подразумевается очное, заочное, дистантное, система экстернат, вот, система повышения квалификации, система переаттестации, система переобучения при наличии первичного либо среднетехнического, либо высшего образования родственных и неродственных специальностей. При этом сам по себе центр, да, он по задачам, которые поставлены Министерством образования, вот, он будет осуществлять деятельность не только по Алданскому району или Республике Саха. Вот, в данном случае в течение первых 8 месяцев мы должны разработать программное обеспечение, которое бы позволило
полностью любому гражданину Российской Федерации с любой точки России вот, производить обучение в свободной форме со всеми направлениями, которые были оговорены. Вот такие новые задачи стоят перед системой среднего профессионального образования, и вот над этим мы тоже как над самостоятельным отделением работаем, поэтому ряд моментов реорганизационных, они будут происходить. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что, к примеру, да, из города Челябинска мы получили предложение на подготовку 69 специалистов разного направления, вот, по разным срокам обучения. Но все эти специальности, понимая, что Челябинск – это город металлургов, но тут же мы говорим, что это Урал, это Горняцкий край, поэтому для нас пока остается загадкой, либо это говорит о качестве, либо это говорит о возможностях, либо и то, и другое. Но вот мы начинаем на сегодняшний день разрабатывать так называемые программы, вот, разрабатывать всю систему обеспечения по тем кадрам, то есть вот эти вот уточнения, да, которые мы действительно смогли бы подготовить по тем запросам, которые нам поступили. И что еще хотелось бы сказать, что на сегодняшний день вот это же новое, да, вот центр подготовки, или как мы условно пока называем отделение, вот, он получает предложение, действительно, вот уже мы начали получать предложения не только из города Челябинска, мы получили предложение буквально в пятницу на той неделе от Лебединской АЭС, да, атомной электростанции, на предоставление, на обучение и переквалификацию от наших специальностей, которые мы выпускаем, это как раз вот по так называемому направлению ГЭМ, да, электромеханики, на 12 специалистов, которых приглашают на работу на Лебединской АЭС с начальным уровнем заработной платы от 60 тысяч рублей. И в течение последних только 1,5 месяцев мы получили предложение порядка 212 запрос на 212 специалистов, это как практикантов, как выпускников, переквалификантов, вот, от предприятий Востока. То есть, ну, по-видимому, в Российской Федерации действительно такая форма обучения, подготовки, она востребована, и поэтому мы ее будем развивать. Помимо всего, есть еще одно направление, которое будет раньше среднеспециальными образовательными учреждениями технического профиля не рассматривалось, а сегодня оно как бы рекомендовано, и мы считаем, что это, да, действительно так необходимо. Это так называемая подготовка специалистов разного уровня, вот, по так называемым не общепромышленным специальностям, а по специальностям социальной сферы. Вот. И по так называемому свободному, по свободной занятости школьников, молодежи и пенсионеров. То есть, в принципе, мы должны в течение первого полугодия начать разрабатывать программное обеспечение по подготовке специалистов для работы в элементарных системах интернет. То есть, это так называемые сегодня приходят узкие запросы, 5 последних запросов нам пришло, вот, по подготовке для работы в Word. Казалось бы, но это только чисто Word. По подготовке в работе Excel, по созданию и моделированию, к примеру, сайтов, по онлайн-обучению. Поэтому, значит, и такой новый профиль для нас с нашими преподавателями и с нашими же студентами мы будем осваивать. В чем достоинство? Все, что мы разработали, мы тут же можем, да, на различных условиях опробовать с нашими обучающимися, вот, для того, чтобы выявить все узкие места и этот продукт выдать уже свободно, в свободный доступ непосредственно для обучения. Спасибо, Алексей Геннадьевич, за подробный рассказ.